В архивах Министерства финансов Кыргызской Республики хранится досье под номером КМН-0547, датированное 1997 годом, и в этом досье не хватает 7 страниц. 7 страниц были вырваны аккуратно по линии сгиба, словно кто-то точно знал, что именно нужно уничтожить, и когда в 2018 году независимые аудиторы попытались восстановить эти документы, выяснилось, что исчезнувшие листы содержали список из 12 имен людей, получивших эксклюзивный доступ к информации о реальных объемах добычи золота на месторождении Кумтор. На полях сохранившихся страниц остались лишь карандашные пометки буква «К», буква «Б», буква «А», инициалы, которые так и не были расшифрованы официально, и рядом с каждой буквой стояли цифры, написанные мелким почерком: 500, 750, 900. Что означали эти цифры? Тысячи долларов, проценты от прибыли, количество килограммов чистого золота? Никто не знает. Бумага, на которой были написаны исчезнувшие страницы, имела особую маркировку — водяной знак с гербом Кыргызстана и грифом «Совершенно секретно». Такую бумагу использовали только для документов высшей степени важности, и уничтожение подобных документов каралось уголовным сроком до 10 лет. Но никто никогда не понес наказания за исчезновение этих 7 страниц. Кто эти люди, чьи имена стоили того, чтобы рисковать тюремным заключением? Почему спустя 25 лет после исчезновения документов никто не осмеливается говорить об этом публично? И самое главное, что именно скрывали эти 7 страниц, если даже сегодня, когда прошло столько времени, упоминание о них вызывает нервную реакцию у тех, кто работал в структурах власти в 90-е годы? Представьте себе обычную семью из села Актала в Нарынской области. Отец работает чубаном, мать торгует на базаре молочными продуктами, 3 детей ходят в местную школу. И весь месячный доход этой семьи составляет около 3000 сомов, что по курсу тех лет равнялось примерно 35 долларам, и на эти деньги нужно купить продукты, одежду, лекарства, оплатить электричество и дрова на зиму. Теперь представьте, что каждый божий день, пока эта семья считает каждый сом, с месторождения Кумтор выводится золото на сумму, эквивалентную годовому бюджету целого района, не месячному, а годовому бюджету, включающему зарплаты всех учителей, врачей, чиновников, ремонт дорог, содержание школ и больниц. Каждый день, 365 дней в году. И так на протяжении почти 30 лет подряд, без перерывов, без выходных, без остановок на праздники. Математика здесь жестокая, но предельно простая. За время работы рудника с 1994 по 2021 год было добыто более 14 миллионов унций золота. И если перевести это в деньги по средней рыночной цене за весь период, получается сумма, превышающая 20 миллиардов долларов. 20 миллиардов — это больше, чем весь внешний долг Кыргызстана, который душит экономику страны и заставляет сотни тысяч молодых людей уезжать на заработки в Россию, Казахстан, Турцию, где они работают на стройках, моют посуду в ресторанах, убирают улицы, чтобы отправить домой деньги на содержание семей и погашение кредитов. Но вот парадокс, от которого становится физически больно страна, сидящая на одном из крупнейших месторождений золота в мире, живет в нищете. Ее граждане гасят долги, о происхождении которых мало кто задумывается, а пенсионеры, отдавшие стране по 40-50 лет жизни, получают пенсию в 3400 сомов и вынуждены выбирать между хлебом и лекарствами. Куда ушли эти миллиарды? Почему народ, владеющий по Конституции этими недрами, не видит ни копейки от этого богатства? И кто именно превратил национальное достояние в личную кормушку, работающую десятилетиями без сбоев? История Кумтора начинается не в 90-х годах, как принято считать в официальных источниках, а гораздо раньше, еще в 70-х годах XX века, когда советские геологи из киргизской геолого-разведочной экспедиции обнаружили в горах Тянь-Шаня на высоте более 4000 метров над уровнем моря
аномально высокие концентрации золота в породах. Тогда, в эпоху плановой экономики и государственной монополии на недра, разработка была признана нецелесообразной. Слишком высоко в горах, слишком суровые климатические условия с температурами до минус 40 градусов зимой, слишком сложная логистика, слишком дорого для технологий того времени. Но документы той эпохи, которые сегодня хранятся в Центральном государственном архиве Кыргызской республики в фонде номер 823, содержат любопытнейшую деталь, на которую мало кто обращает внимание. Советские геологи в своих отчетах оценивали запасы месторождения в диапазоне от 15 до 18 миллионов унций золота. В то время как после распада Советского Союза, когда месторождение готовилось к передаче в концессию иностранной компании, официальная оценка внезапно снизилась до 80 миллионов унций. Почему оценка так резко изменилась за какие-то несколько лет? Кто и зачем занизил реальный объем золота перед тем, как месторождение было передано канадской компании Камека, позже ставшей Центерра Голд? Эти вопросы остаются без официального ответа. Но один факт абсолютно неоспорим и подтвержден множеством свидетельств. Когда в 1994 году начались переговоры о передаче Кумтора в разработку иностранной компании, в кабинетах власти уже прекрасно знали, что речь идет не просто о месторождении, а о сокровище, способном изменить судьбу целой страны, обеспечить ее экономическую независимость на десятилетия вперед, построить современную инфраструктуру, создать тысячи рабочих мест, финансировать образование и медицину. И именно в этот критический момент, когда решалась судьба национального богатства, в игру вступили люди, чьи имена до сих пор окутаны плотной завесой тайны. Люди, которые превратили народное достояние в источник личного обогащения. Соглашение о разработке Кумтора, подписанное 9 апреля 1997 года между правительством Кыргызской республики и компанией Камека, стало одним из самых скандальных и противоречивых документов в истории независимого Кыргызстана. И если внимательно изучить условия этого контракта, который состоял из основного текста на 123 страницах и 17 приложений, становится предельно ясно, выгода была крайне односторонней и явно не в пользу государства. Официально соглашение называлось «взаимовыгодным партнерством». В пресс-релизах говорилось о привлечении иностранных инвестиций и развитии горнодобывающей отрасли. Но реальные цифры рассказывали совсем другую историю. Кыргызстан получал лишь 13% от чистой прибыли, в то время как канадская компания забирала львиную долю — 87%. И это при том, что месторождение находилось на территории Кыргызстана. Золото добывалось из кыргызской земли, а экологические риски полностью ложились на плечи кыргызского народа. Но даже эти жалкие 13%, которые по самым скромным подсчетам должны были составить за 30 лет около $2,5 миллиардов, не доходили до простых граждан. Они оседали в карманах узкого круга лиц, имевших прямой доступ к распределению средств и контролю над финансовыми потоками. Кто эти люди? Согласно источникам, близким к правительству того времени и согласившимся говорить только на условиях полной анонимности, существовала неформальная группа из 8 человек, которую в кулуарах власти называли «золотым кругом» или «кумторской восьмеркой». Эти 8 человек контролировали абсолютно все финансовые потоки, связанные с Кумтором, от распределения дивидендов государства до выдачи лицензий на сопутствующие услуги, от назначения руководителей контролирующих органов до согласования любых изменений в соглашении. Их имена никогда не фигурировали в официальных документах. Их фотографии не появлялись в газетах. Их голоса не звучали на пресс-конференциях. Но каждый, кто работал в структурах власти в те годы, прекрасно знал, без одобрения Золотого круга ни одно решение по Кумтору не принималось, ни один контракт не подписывался, ни один чиновник не назначался на ключевые должности. Кто входил в эту группу? Почему их влияние было настолько абсолютным, что даже президенты страны вынуждены были считаться с их мнением?
И главное, где сейчас эти люди? Что стало с их состояниями, нажитыми на народном золоте? Живут ли они в Кыргызстане или давно перебрались в другие страны, купив себе гражданство и недвижимость на украденные миллионы? Чтобы по-настоящему понять масштаб трагедии и цинизма происходящего, достаточно просто сравнить несколько цифр, которые красноречивее любых слов показывают пропасть между богатством элиты и нищетой народа. В 1998 году, когда Кумтор только начинал выходить на полную производственную мощность, средняя зарплата учителя в сельской школе Кыргызстана составляла около 800 сомов в месяц, что по тогдашнему курсу равнялось примерно 20 долларам за месяц работы. За 30 дней, проведенных в классе с детьми, за проверку тетрадей по вечерам, за подготовку к урокам, за воспитание будущего поколения страны. В том же самом 1998 году с месторождения Кумтор было вывезено золото на общую сумму более 300 миллионов долларов. 300 миллионов против 20 долларов. 15 миллионов учительских зарплат в одном годовом объеме добычи. Это не просто статистика, не просто цифры в отчетах. Это портрет страны, где элита купается в роскоши, построенной буквально на костях простого народа, где один человек из золотого круга за год мог заработать больше, чем 10 тысяч учителей за всю свою жизнь. Пока учителя не могли купить детям новую одежду к 1 сентября и латали старые куртки, кто-то строил особняки в элитных районах Бишкека с мраморными лестницами, бассейнами и гаражами на 5 автомобилей. Пока пенсионеры, получавшие по 500-600 сомов в месяц, экономили на лекарствах и выбирали между хлебом и маслом, кто-то покупал виллы на берегу Иссык-Куля стоимостью в несколько миллионов долларов и отправлял своих детей учиться в престижные университеты Великобритании, Швейцарии, США, где год обучения стоил больше, чем средний кыргызстанец зарабатывал за всю жизнь. Пока молодые люди, не найдя работы на родине, уезжали на стройки Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы прокормить семьи и отправить домой хотя бы несколько тысяч рублей, кто-то открывал счета в швейцарских банках, инвестировал в недвижимость Лондона и Дубая, покупал яхты и частные самолеты. Это не конспирологические теории, не выдумки оппозиции. Это документально подтвержденные факты, которые можно найти в отчетах международных аудиторских компаний, в расследованиях независимых журналистов, в показаниях бывших чиновников, решившихся, наконец, заговорить. Но почему эти факты, известные уже много лет, не привели к судебным процессам? Почему ни один из тех, кто обогатился на Кумторе, не понес реального наказания? И кто именно защищает этих людей от правосудия? Другие представители элиты, боящиеся, что расследование доберется и до них, или международные структуры, заинтересованные в сохранении статус-кво. В пыльных архивах Министерства экономики Кыргызской Республики, в подвале здания на проспекте Чуй, где температура круглый год держится около 15 градусов, а влажность делает бумагу ломкой и желтой, сохранился любопытнейший документ — служебная записка от 23 марта 2001 года, написанная на стандартном бланке министерства синими чернилами. В этой записке чиновник среднего звена, имя которого было тщательно вымарано черным маркером так, что не осталось даже намека на буквы, задают своему непосредственному руководству вопрос, который звучит почти наивно в своей прямоте. Почему официальные данные о добыче золота на месторождении Кумтор, которые публикуются в ежегодных отчетах компании и передаются в Национальный статистический комитет, не совпадают с цифрами, которые фигурируют в документах таможенной службы при вывозе золота через границу? Разница, как указывал автор записки, составляла почти 20%. Не 2%, не 5% статистической погрешности, а целых 20% от общего объема. И если перевести это в конкретные цифры, речь шла о сотнях тысяч унций золота, о десятках миллионов долларов, которые словно растворялись в воздухе между рудником и границей. 20% от миллионов унций золота — это не статистическая ошибка, не описка бухгалтера.
Это целенаправленное, систематическое сокрытие информации. Это схема, отработанная до мелочей и работающая годами. Ответа на этот запрос в архивах нет. Папка содержит только саму записку, но нет ни резолюции руководства, ни объяснительной, ни каких-либо других документов, которые должны были появиться в ходе служебной переписки. Зато есть другой документ, датированный ровно через неделю после той записки, 30 марта 2001 года. Приказ о переводе чиновника, чье имя было вымарано в записке, на должность заместителя начальника районного отдела экономики в Лейлекском районе Баткенской области, одном из самых отдаленных и бедных районов страны, куда из Бишкека нужно ехать целый день по горным дорогам. Совпадение? Случайность? Или четкий сигнал всем остальным: не задавай неудобных вопросов, если хочешь сохранить карьеру? А может быть, и нечто большее? Этот случай лишь один из многих, о которых шепотом говорят бывшие государственные служащие. Один из многих примеров того, как люди, пытавшиеся докопаться до правды о Кумторе, внезапно теряли свои должности, сталкивались с угрозами, получали анонимные звонки среди ночи, находили проколотые шины на своих машинах или просто исчезали из публичного пространства, уходя в тень и храня молчание до конца своих дней. Кто стоял за этими увольнениями, переводами, запугиваниями? Какая сила была настолько могущественной и безжалостной, что могла заставить замолчать даже государственных служащих, защищенных по закону от произвольного увольнения? И что именно скрывали эти 20% потерянного золота? Была ли это просто схема уклонения от налогов или нечто гораздо более серьезное, связанное с отмыванием денег, финансированием теневых структур, выводом капитала в офшорные зоны? Но самая большая тайна Кумтора, тайна, которая не дает покоя исследователям, журналистам и простым гражданам уже почти 30 лет, это не объемы добычи, не схема распределения прибыли, не экологические катастрофы, хотя все это важно и требует расследования. Самая большая тайна — это люди. Конкретные фамилии, конкретные лица, конкретные банковские счета, конкретные адреса вилл и особняков, купленных на украденные миллионы. В 2009 году, когда в стране нарастало недовольство коррупцией и непрозрачностью власти, группа независимых журналистов из нескольких изданий объединилась и начала масштабное расследование, целью которого было составить полный список всех, кто реально контролировал финансовые потоки Кумтора, кто получал прибыль, кто принимал решения, кто защищал схемы обогащения. Они работали почти 2 года, не покладая рук, собирали документы в архивах, брали интервью у бывших чиновников, согласившихся говорить только на условиях анонимности, анализировали банковские переводы через знакомых в финансовых структурах, изучали регистрационные данные компаний-посредников, отслеживали цепочки собственности через офшорные зоны. К концу 2011 года, к декабрю, когда в Бишкеке уже лежал снег и температура опускалась до -20, у них был готов список из 23 имен политиков разных уровней, от министров до депутатов парламента, бизнесменов, контролирующих ключевые сектора экономики, высокопоставленных чиновников из президентской администрации, силовых структур, налоговой службы. Этот список был не просто перечнем фамилий. К каждому имени прилагались документы, подтверждающие связь с Кумтором, копии контрактов, выписки из банков, фотографии недвижимости, схемы движения денег. Этот список должен был стать основой для публикации, которая могла бы перевернуть всю политическую систему страны, вызвать отставки, судебные процессы, может быть, даже привести к смене власти. Материал был готов к печати, верстка завершена, тираж заказан в типографии. Но за неделю до выхода номера, поздним вечером 21 декабря 2011 года, в редакцию одного из изданий, где хранились все материалы расследования, ворвались 4 неизвестных в черных масках и камуфляже. Они действовали быстро, профессионально, словно по заранее отработанному плану, связали охранника, отключили камеры видеонаблюдения, прошли прямо в кабинет главного редактора. Они не взяли дорогую технику, компьютеры, камеры, диктофоны, остались на месте.
Они не тронули деньги из сейфа, где хранилась кассовая выручка. Они забрали только один внешний жесткий диск черного цвета емкостью 2 терабайта, на котором хранились все материалы расследования, документы, интервью, фотографии, схемы, черновики статей, все копии, все резервные версии, все доказательства. Все исчезло в одночасье, словно этого расследования никогда не существовало. Кто организовал этот рейд? Как эти люди узнали точно, где хранится жесткий диск, в каком кабинете, в каком сейфе? Кто так боялся публикации этого списка, что был готов пойти на открытое преступление, на нападение на редакцию, рискуя уголовным преследованием? И самое главное, существует ли где-то еще копия того списка, сохранил ли кто-то из журналистов хотя бы часть материалов, или эти 23 имени навсегда останутся тайной, погребенной под слоями страха и молчания. Для того, чтобы по-настоящему понять, как работала и продолжает работать система обогащения на Кумторе, нужно понять одну фундаментальную вещь, которую прекрасно знают все, кто хоть раз сталкивался с большими деньгами и большой властью. Золото — это не просто драгоценный металл, не просто товар на бирже, не просто средство накопления богатства. Золото — это власть в самом чистом, концентрированном виде. Это возможность контролировать политиков, покупать судей, влиять на законы, формировать общественное мнение через подконтрольные СМИ. Это возможность жить по своим правилам, выше закона, вне досягаемости правосудия. Тот, кто контролирует золото, контролирует абсолютно все остальное — экономику, политику, суды, полицию, прокуратуру, налоговую службу, таможню. И в Кыргызстане эту простую, но жестокую истину поняли очень быстро. Буквально в первые годы независимости, когда рушилась старая советская система, а новая еще не сформировалась, когда в этом хаосе и неразберихе можно было хватать все, что плохо лежит, и никто не спросит, не накажет, не остановит. Уже в первые годы работы месторождения, в середине 90-х, сформировалась четкая, почти кастовая иерархия, которая с небольшими изменениями существует и по сей день. На самой вершине пирамиды находились и находятся те самые теневые хозяева, золотой круг, кумторская восьмерка, называйте как хотите, суть от этого не меняется. Это люди, чьи имена никогда не фигурируют в официальных документах, чьи лица не появляются на фотографиях с официальных мероприятий, но чье слово было и остается законом для всех, кто хочет иметь хоть какое-то отношение к Кумтору. Ниже, на второй ступени пирамиды, располагались и располагаются высокопоставленные чиновники, министры, заместители министров, руководители ключевых ведомств, депутаты парламента, которые обеспечивают политическое прикрытие, решают вопросы с законодательством, блокируют неудобные расследования, назначают на ключевые должности своих людей, готовых закрывать глаза на любые нарушения. Еще ниже, на третьей ступени, находятся бизнесмены среднего звена, получающие выгодные контракты на поставки оборудования, продуктов питания, топлива для рудника, на транспортные услуги, на строительство инфраструктуры. И эти контракты заключаются не по результатам открытых тендеров, а по личным связям, по рекомендациям сверху. И цены в этих контрактах завышены в 2-3 раза по сравнению с рыночными. Но никто не возражает, потому что все понимают, это не просто бизнес, это система распределения, где каждый получает свою долю и молчит. И в самом низу пирамиды, в ее основании, находятся обычные рабочие, те тысячи людей, которые своим трудом, своим здоровьем, иногда своими жизнями создают все это богатство, работают в тяжелейших условиях высокогорья, дышат пылью и химикатами, рискуют в шахтах и карьерах, но получают лишь жалкие крохи с барского стола, зарплаты, которые хоть и выше средних по стране, но несопоставимы с теми миллиардами, которые крутятся наверху. Эта система работала и работает как идеально отлаженный часовой механизм, потому что каждый уровень кровно заинтересован в сохранении статус-кво, в том, чтобы ничего не менялось, чтобы никто не задавал лишних вопросов, чтобы все оставалось как есть. Чиновники получают свою долю в виде взяток, откатов,
консультационных услуг и молчат. Бизнесмены богатеют на завышенных контрактах и молчат. Рабочие боятся потерять работу, остаться без средств к существованию и тоже молчат. А наверху, в тени, недосягаемые и неуязвимые, сидят те, кто собирает сливки со всего этого механизма, кто превратил народное достояние в источник личного обогащения, работающий десятилетиями без сбоев и остановок. Но кто эти люди? Почему за 30 лет работы Кумтора, за 30 лет скандалов, расследований, протестов, смены правительств и президентов никто так и не смог назвать их имена публично, предъявить им обвинения, привлечь к ответственности? И что случится, если эти имена все-таки станут известны широкой общественности? Если люди наконец узнают, кто именно украл их будущее, будущее их детей и внуков. Когда в 2012 году в Кыргызстане произошла очередная смена власти после парламентских выборов и формирования новой коалиции, многие граждане страны, уставшие от коррупции и беззакония, искренне надеялись, что новое правительство наконец-то всерьез займется вопросом Кумтора, проведет независимый аудит, пересмотрит кабальное соглашение, увеличит долю государства, а главное — привлечет к ответственности тех, кто обогатился за счет народа. Обещания звучали громкие и убедительные. Мы пересмотрим все условия концессии. Мы добьемся справедливого распределения прибыли. Мы накажем коррупционеров. Народ, наконец, получит то, что ему принадлежит по праву. Эти обещания звучали с трибун парламента, их повторяли в интервью телеканалам, их печатали в газетах, и люди хотели верить, что на этот раз все будет по-другому, что новая власть действительно отличается от старой, что перемены возможны. Но прошло несколько месяцев, наступила осень, потом зима, и риторика начала постепенно меняться. Сначала осторожно, почти незаметно, потом все более откровенно и цинично. Нужно учитывать международные обязательства страны. Нельзя отпугивать иностранных инвесторов резкими действиями. Ситуация оказалась сложнее, чем мы думали. Нужно действовать взвешенно и осторожно. Что произошло? Почему политики, которые еще вчера клялись бороться за справедливость и интересы народа, вдруг начали защищать интересы компании и оправдывать статус-кво? Согласно источникам, близким к администрации президента и согласившимся говорить только на условиях строжайшей анонимности, ответ прост и одновременно пугающий. Новым властям показали те самые документы. Какие именно документы источники не уточняют, но, по их словам, после того, как руководителям новой коалиции продемонстрировали содержимое нескольких папок, хранящихся в особо секретном сейфе, все разговоры о пересмотре соглашения и наказании виновных прекратились как по команде. Более того, несколько депутатов парламента, которые продолжали публично настаивать на необходимости расследования и пересмотра условий концессии, внезапно столкнулись с серьезными проблемами. Кто-то был обвинен в коррупции и злоупотреблении служебным положением, кто-то в уклонении от уплаты налогов, кто-то в незаконном обогащении, а кто-то просто объявил, что по семейным обстоятельствам вынужден покинуть большую политику и сосредоточиться на личной жизни. Что было в тех документах, которые так резко изменили позицию новой власти? Компромат на самих политиков? Доказательства их собственной причастности к коррупционным схемам? Информация об их тайных счетах и недвижимости? Или нечто еще более опасное и разрушительное? Информация, способная не просто уничтожить карьеры отдельных людей, но и обрушить всю государственную систему, вызвать политический кризис, может быть даже привести к дестабилизации страны. Никто не знает точно, но факт остается фактом. После того показа все попытки изменить ситуацию с Кумтором прекратились, и система продолжила работать в прежнем режиме, как будто ничего не произошло, как будто не было ни обещаний, ни надежд, ни ожиданий перемен.
Одна из самых шокирующих и одновременно показательных деталей всей истории Кумтора всплыла совершенно случайно, благодаря стечению обстоятельств, которые можно назвать почти мистическим. В 2015 году, когда в Бишкеке проводился капитальный ремонт одного из старых зданий бывшего Министерства финансов на улице Токтагула, построенного еще в советское время, рабочие строительной бригады обнаружили за фальшивой гипсокартонной стеной, установленной во время предыдущего ремонта в 90-х годах, старый металлический сейф темно-зеленого цвета, покрытый ржавчиной и пылью. Сейф был советского производства, массивный, с кодовым замком, который давно не работал. И рабочие, не церемонясь, просто вскрыли его болгаркой, предполагая найти внутри каких-то старые бумаги или вообще ничего. Внутри оказались папки с документами 20-летней давности, пожелтевшими от времени и влажности. Большинство бумаг были обычными служебными записками, приказами о командировках, бухгалтерскими отчетами, ничего интересного или ценного. Но одна папка, лежавшая в самом углу сейфа, привлекла внимание. На ней было написано крупными буквами, красным маркером «Кумтор. Специальные выплаты. Строго конфиденциально. Не для протокола». Внутри папки находились ведомости, напечатанные на старой печатной машинке с фамилиями и суммами в долларах. Суммы были астрономическими для того времени, от 50 тысяч до $500 000 на одного человека. И рядом с каждой суммой стояла дата и загадочная пометка КВ или КО, возможно, сокращение от «консультационное вознаграждение» или «комиссионные отчисления». Всего в списке было 37 фамилий, и некоторые из них повторялись несколько раз с разными датами и суммами. Рабочие, простые люди без высшего образования, не понимая истинной ценности и взрывоопасности находки, передали документы своему прорабу. Тот показал их начальнику строительной компании, а тот, понимая серьезность ситуации, передал папку в правоохранительные органы. Что случилось дальше? Официально абсолютно ничего. Никакого расследования не было открыто, никаких комментариев от властей не последовало, никаких публикаций в СМИ не появилось. Документы просто исчезли, растворились в недрах государственной машины, как будто их никогда не существовало, как будто не было ни сейфа, ни папки, ни списка с 37 фамилиями. Но один из рабочих, участвовавших в той находке, человек осторожный и предусмотрительный, успел сфотографировать несколько страниц из папки на свой старый мобильный телефон. И эти фотографии, несмотря на плохое качество и размытость, до сих пор гуляют в мессенджерах, передаются из рук в руки, обсуждаются в закрытых чатах. И хотя качество изображения действительно оставляет желать лучшего, некоторые фамилии можно разобрать достаточно четко, и среди них имена людей, которые и сегодня, спустя столько лет, занимают высокие посты в государственных структурах, владеют крупным бизнесом, входят в советы директоров банков и компаний, появляются на светских мероприятиях и благотворительных вечерах. Почему эти документы, потенциально способные стать основой для десятков уголовных дел, не привели ни к каким последствиям? Кто дал команду замять расследование, спрятать папку, заставить всех молчать? И сколько еще таких сейфов, таких папок, таких списков спрятано в стенах государственных зданий, в подвалах министерств, в архивах спецслужб, ожидая своего часа, когда кто-то случайно или намеренно их обнаружит и вытащит на свет? Но деньги, миллиарды долларов, украденные у народа, это только верхушка айсберга. Только самая очевидная и понятная часть трагедии Кумтора. Настоящая, глубинная катастрофа, о которой почти не говорят в официальных СМИ и которую тщательно скрывают от широкой общественности, это экологическая бомба замедленного действия, заложенная в самом сердце Тяньшаня. Месторождение Кумтор находится на высоте более 4000 метров над уровнем моря в непосредственной близости от ледников Петрова и Лысого, которые питают реки Нарын и Сырыджас. А эти реки, в свою очередь, обеспечивают водой миллионы людей не только в Кыргызстане, но и в соседних странах Центральной Азии, Казахстане, Узбекистане. Технология добычи золота на Кумторе предполагает использование цианида натрия, одного из самых токсичных и опасных веществ на планете.
яда, способного убить человека в считанные минуты даже в небольших концентрациях. Официально компания Centerra Gold заявляет, что все меры безопасности строго соблюдаются, что цианид после использования полностью нейтрализуется специальными химическими реагентами, что никакой угрозы для окружающей среды и здоровья людей не существует, что все международные стандарты выполняются. Но в 2013 году, жарким летом, произошел инцидент, о котором широкая общественность так и не узнала, потому что информация была тщательно скрыта, а немногочисленные упоминания в местных СМИ быстро заглохли под давлением сверху. Во время транспортировки очередной партии цианида с базы снабжения на сам рудник по узкой горной дороге один из грузовиков, груженный контейнерами с химикатами, не вписался в крутой поворот и сорвался с обрыва, упав в реку Арабель-Суу, приток Нарына. Официально, в кратком сообщении компании, было заявлено, что утечки токсичных веществ не произошло, что все контейнеры остались герметичными и были оперативно извлечены из воды, что угрозы для экологии нет. Но местные жители, живущие в селах вдоль реки, рассказывают совершенно другую историю. В течение недели после той аварии в реке массово гибла рыба, всплывая мертвой на поверхность. Вода приобрела странный, резкий химический запах, а скот, напившийся из реки, начал болеть и дохнуть. Пробы воды, взятые группой независимых экологов из неправительственной организации, показали превышение допустимых норм содержания цианида в десятки раз. И эти данные были официально переданы в Министерство экологии с требованием провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Но никакой реакции не последовало. Ни расследования, ни комментариев, ни наказаний. Более того, экологи, проводившие то исследование и пытавшиеся придать огласке результаты анализов, начали получать угрозы, сначала анонимные звонки с требованием прекратить провокации, потом более конкретные предупреждения о возможных последствиях для их семей и карьеры. Один из экологов, руководитель той группы, был вынужден в итоге уехать из страны, получив политическое убежище в одной из европейских стран, и даже оттуда он не решается говорить открыто, боясь за безопасность своих родственников, оставшихся в Кыргызстане. Кто стоял за теми угрозами? Почему государство, которое по Конституции обязано защищать своих граждан и окружающую среду, закрывает глаза на отравление рек, на гибель рыбы и скота, на угрозу здоровью тысяч людей? И сколько еще таких инцидентов, о которых никто не знает, произошло за 30 лет работы рудника? Сколько тонн цианида попало в реки, в почву, в ледники, отравляя природу и создавая угрозу для будущих поколений? Существует еще одна категория людей, чьи истории неразрывно связаны с Кумтором, но о которых почти никогда не говорят в официальных отчетах компании, в правительственных докладах, в выступлениях политиков. Это простые рабочие самого месторождения. Те тысячи кыргызстанцев, которые работали и продолжают работать на руднике в тяжелейших, нечеловеческих условиях. Высокогорье с разреженным воздухом, где каждое движение дается с трудом, где постоянно болит голова от недостатка кислорода. Низкие температуры, опускающиеся зимой до минус 40 градусов. Пронизывающий ветер, от которого не спасает никакая одежда. Постоянный контакт с токсичными веществами, цианидом, серной кислотой, тяжелыми металлами. Работа в шахтах и карьерах, где каждый день рискуешь жизнью, где камнепады и обвалы – обычное дело, где техника безопасности часто существует только на бумаге. Официально компания заявляет о строгом соблюдении всех норм охраны труда, о достойных зарплатах, превышающих средние по стране в 2-3 раза, о социальных гарантиях, медицинском страховании, компенсациях. Но если поговорить с самими рабочими или их семьями, если послушать их истории, не для официальных отчетов, а по-человечески, в доверительной беседе, картина получается совсем другая, гораздо более мрачная и трагичная. Многие из тех, кто проработал на Кумторе больше 10-15 лет, страдают от хронических заболеваний легких, почек, печени, сердца.
Врачи в частных неофициальных беседах признают симптомы, и клиническая картина явно указывает на длительное воздействие токсичных веществ, на отравление организма тяжелыми металлами и химикатами. Но официальный диагноз в медицинских картах всегда звучит обтекаемо и неконкретно. Профессиональное заболевание неустановленной этиологии. Хроническая интоксикация неясного генеза. Почему врачи не пишут правду? Потому что признание прямой связи между болезнью и работой на руднике автоматически означает компенсация от компании, судебные иски, скандалы, расследования. И компания, и государство кровно заинтересованы в том, чтобы эта связь никогда не была официально доказана и признана. Сколько людей умерло от болезней, приобретенных на Кумторе? Сколько семей остались без кормильцев, без отцов и мужей? Сколько детей выросли сиротами, потому что их отцы отдали здоровье и жизнь ради того, чтобы кто-то наверху мог покупать виллы и яхты? И почему никто не считает эти жертвы, не говорит об этой цене, которую простые люди платят за чужое обогащение, за чужую роскошь, построенную буквально на их костях и крови? В 2017 году произошло событие, которое могло бы и должно было стать переломным моментом в истории Кумтора, точкой, после которой все изменилось бы. Группа активистов гражданского общества вместе с несколькими депутатами парламента, представляющими разные фракции, инициировала создание специальной парламентской комиссии по расследованию всех обстоятельств, связанных с разработкой месторождения Кумтор за весь период его существования. Комиссия получила широчайшие полномочия, закрепленные специальным постановлением парламента, доступ ко всем государственным архивам без ограничений, право вызывать любых свидетелей, включая высокопоставленных чиновников и руководителей компании, возможность запрашивать любые документы у Центрра Голд, включая финансовые отчеты и внутреннюю переписку. Работа началась с большим энтузиазмом и надеждой на реальные результаты. Были подняты сотни документов из архивов разных министерств и ведомств, проведены десятки интервью с бывшими чиновниками, экспертами, экологами, рабочими рудника, собраны показания специалистов в области горного дела, экономики, экологии, права. Через 3 месяца напряженной работы к концу лета комиссия была готова представить предварительные выводы на пресс-конференции, назначенной на 25 августа. Но за день до запланированной пресс-конференции, вечером 24 августа, глава комиссии, депутат парламента с безупречной репутацией и многолетним стажем работы в государственных структурах, человек, которого уважали даже политические оппоненты, внезапно, без каких-либо предварительных намеков, объявил о своей немедленной отставке с поста главы комиссии и о выходе из ее состава. Причину он объяснил крайне туманно и неубедительно. Серьезные личные обстоятельства. Неожиданные проблемы со здоровьем, требующие срочного лечения. Необходимость уделить больше времени семье. Через неделю комиссия была официально распущена решением парламента. Все материалы расследования были засекречены специальным постановлением на 25 лет, а депутаты, входившие в ее состав, разошлись по своим фракциям и больше никогда публично не возвращались к теме Кумтора. Что произошло в тот последний день, 24 августа? Что узнал или увидел глава комиссии, что заставило его, человека принципиального и честного, отказаться от дела, которому он посвятил 3 месяца жизни, в которое вложил столько сил и надежд? Согласно источникам, очень близким к депутату и знающим ситуацию изнутри, ему показали документы и материалы, доказывающие, что в схемах обогащения на Кумторе участвовали не только чиновники прошлых, давно ушедших режимов, но и люди из нынешней, действующей власти, причем на самом высоком уровне. Более того, среди этих людей были те, кто имел прямое отношение к силовым структурам, Службе национальной безопасности, Министерству внутренних дел, прокуратуре. Угроза была очевидной и недвусмысленной. Либо ты прямо сейчас закрываешь это расследование и уходишь в тень, либо завтра эти документы, которые мы тебе показали, станут основой для возбуждения уголовного дела против тебя самого, против твоей семьи, против твоего бизнеса.
Выбор был сделан в пользу жизни и безопасности. Но вопрос остается открытым и жгучим. Где сейчас те материалы, которые собрала комиссия за 3 месяца работы? Действительно ли они уничтожены, сожжены, стерты с жестких дисков, или где-то в каком-то сейфе, в каком-то тайнике лежит бомба замедленного действия, способная в один момент взорвать всю политическую систему страны, обрушить карточный домик власти, построенный на лжи, коррупции и краденных миллиардах. Представьте себе человека, который 35 лет хранил молчание, 35 лет просыпался по ночам в холодном поту, 35 лет боялся каждого телефонного звонка, каждого стука в дверь, каждого незнакомца на улице. Этот человек работал в структурах, которые контролировали финансовые потоки Кумтора в самые первые годы работы месторождения с 1994 по 2002 год. И он видел все, абсолютно все, что происходило за закрытыми дверями кабинетов, в тайных переговорах, в ночных встречах, когда решалась судьба миллиардов. Сегодня, впервые за все эти годы, этот человек, назовем его Азамат, хотя это не его настоящее имя, согласился говорить, но только на условиях полной анонимности, только без камер, только без записи голоса, только в безопасном месте, где никто не сможет его найти. Его руки дрожат, когда он достает из старого портфеля пожелтевшую тетрадь в клетку, исписанную мелким почерком. Это его личный дневник тех лет, который он вел тайно, прячась даже от собственной жены, записывая туда все, что видел и слышал, все цифры, все имена, все детали сделок. Я знал, что однажды это может мне понадобиться, либо чтобы защитить себя, либо чтобы рассказать правду, если доживу до того дня, когда это станет безопасно, говорит он, и голос его срывается от волнения. В этой тетради на 150 страницах записана вся правда о Кумторе, правда, которую так боялись и боятся услышать те, кто стоит наверху пирамиды власти и богатства. Азамат рассказывает, как в конце 90-х годов, когда месторождение только начинало приносить первую реальную прибыль, в одном из закрытых особняков на окраине Бишкека регулярно собиралась группа из 9 человек, не 8, как говорили раньше, а именно 9, и эта группа принимала все ключевые решения, связанные с распределением денег, с назначениями на должности, с блокировкой неудобных расследований. Встречи проходили всегда по пятницам, поздно вечером, после 11 часов, когда на улицах уже почти никого не было, и каждый приезжал на своей машине, без охраны, без водителей, чтобы не привлекать внимания. Азамат был одним из тех, кто обеспечивал техническую сторону этих встреч, готовил документы, делал копии, иногда присутствовал на обсуждениях, записывая решения. Я видел, как они делили миллионы, как торговались, как ругались из-за процентов, как договаривались, кому сколько достанется. Это было похоже на базар, только вместо овощей и фруктов они делили золото, тонны золота, миллиарды долларов, вспоминает он, и в его глазах читается смесь отвращения и страха. Он помнит конкретные цифры, конкретные суммы, которые фигурировали в тех разговорах. Один из участников группы получал ежемесячно от 70 до 100 тысяч долларов наличными. Другой — процент от каждого контракта на поставку оборудования. Третий контролировал назначение в таможенной службе и получал свою долю от каждой партии вывезенного золота. Но самое страшное, что запомнил Азамат, это не цифры и не суммы, а атмосфера абсолютной безнаказанности. Ощущение, что эти люди живут в параллельной реальности, где законы не действуют, где можно все, где нет никаких границ и никаких последствий. Они говорили об обычных людях, о народе, как о стаде баранов, который существует только для того, чтобы его стричь. Они смеялись над теми, кто пытался бороться за справедливость, называли их наивными дураками. Они были уверены, что никогда не понесут наказания, что система защитит их от любых проблем, рассказывает Азамат, и слезы наворачиваются на его глаза. Почему он молчал столько лет? Почему не пошел в прокуратуру, не обратился в СМИ, не попытался остановить это безумие? Потому что я боялся. Боялся за себя, за жену, за детей.
Я видел, что случается с теми, кто пытается говорить. Я видел, как люди исчезают, как их находят мертвыми в своих машинах, как их обвиняют в преступлениях, которых они не совершали. Я хотел жить, хотел, чтобы мои дети выросли. И я выбрал молчание, признается он. И в этом признании звучит вся трагедия целого поколения. Поколение, которое знало правду, но не смело ее сказать. Но теперь, когда он уже старый человек, когда дети выросли и уехали из страны, когда ему уже нечего терять, он готов говорить, готов показать свою тетрадь, готов назвать имена, если кто-то гарантирует ему безопасность. Кто эти 9 человек, чьи имена записаны в его тетради? Живы ли они еще? Или некоторые уже ушли из жизни, унеся свои секреты в могилу? И самое главное, найдется ли в Кыргызстане сила, способная защитить таких свидетелей, как Азамат, и довести расследование до конца, несмотря на все угрозы и давление? Но история Кумтора — это не только история украденных миллиардов и коррумпированных чиновников. Это еще и история медицинской тайны, которую тщательно скрывали от общественности почти 20 лет, и которая, если бы стала известна широкой публике, могла бы полностью изменить отношение людей к месторождению и к тем, кто на нем наживался. В 2006 году, в разгар лета, когда на руднике работало более 2000 человек, среди рабочих началась странная эпидемия. Люди массово стали жаловаться на одни и те же симптомы: постоянная головная боль, тошнота, головокружение, кровотечение из носа, резкое ухудшение зрения, проблемы с памятью и концентрацией внимания. Сначала медицинская служба рудника списывала все на высокогорье, на акклиматизацию, на индивидуальные особенности организма. Но когда количество обращений превысило 300 человек за один месяц, стало ясно, что речь идет о чем-то серьезном, о массовом отравлении или воздействии какого-то токсичного фактора. Компания вызвала группу врачей из Бишкека, специалистов по профессиональным заболеваниям, и те провели комплексное обследование пострадавших рабочих. Анализы крови, мочи, рентген легких, неврологические тесты. Результаты были шокирующими. У большинства обследованных были обнаружены повышенные, значительно превышающие норму, концентрации тяжелых металлов в крови: свинца, ртути, кадмия, мышьяка, а также следы цианидов в моче. Это были явные признаки хронического отравления, длительного воздействия токсичных веществ на организм. И врачи в своем предварительном заключении прямо написали: клиническая картина и результаты лабораторных исследований указывают на профессиональное отравление, связанное с нарушением технологии производства и несоблюдением норм безопасности при работе с токсичными веществами. Этот документ, датированный 23 июля 2006 года, должен был стать основанием для немедленного расследования, для проверки всех технологических процессов на руднике, для привлечения руководства компании к ответственности. Но вместо этого произошло нечто совершенно противоположное. Через неделю после представления предварительного заключения все врачи, участвовавшие в обследовании, были вызваны на встречу с руководством компании и представителями Министерства здравоохранения. И на этой встрече им было предложено пересмотреть свои выводы с учетом дополнительных факторов. Что это за дополнительные факторы, врачи не уточняют. Но результат известен через 2 недели. Появилось новое, окончательное заключение, в котором все симптомы и отклонения в анализах объяснялись индивидуальными особенностями адаптации к высокогорным условиям, недостаточным соблюдением рабочими правил личной гигиены, злоупотреблением алкоголем и табаком в нерабочее время. Ни слова о профессиональном отравлении, ни слова о нарушениях технологии, ни слова о вине компании. Один из врачей, участвовавших в том обследовании, человек с 30-летним стажем работы и безупречной репутацией, отказался подписывать новое заключение, назвав его медицинской ложью и предательством клятвы Гиппократа. Через месяц он был уволен из государственной клиники, где проработал всю жизнь, формально по сокращению штата, фактически за отказ молчать. Сегодня этот врач, назовем его доктор Талант, живет на скромную пенсию в одном из районов Бишкека, и он до сих пор хранит копию
того первого настоящего заключения, которое он спрятал перед тем, как его заставили переписать. «Я врач. Я давал клятву помогать людям и говорить правду. Я не мог подписать документ, который превращал жертв отравления в симулянтов и алкоголиков. Я знал, что за это заплачу, но моя совесть дороже карьеры», — говорит он, и в его словах звучит боль человека, который пожертвовал всем ради принципов. Он рассказывает, что после того случая еще несколько раз на руднике происходили массовые отравления рабочих, но каждый раз все замалчивалось, каждый раз врачей заставляли писать ложные заключения. Каждый раз пострадавшие не получали ни компенсаций, ни лечения, ни даже признания того факта, что их здоровье было разрушено на работе. Сколько людей умерло от болезней, которые официально не были признаны профессиональными? Сколько семей остались без поддержки, потому что в медицинских документах стояли ложные диагнозы? И кто несет ответственность за эту медицинскую ложь, за это предательство врачебного долга? Сами врачи, которых запугали и заставили молчать, или те, кто стоял за этим давлением, кто превратил медицину в инструмент сокрытия преступлений? Существует еще одна история, связанная с Кумтором. История настолько странная и мистическая, что многие отказываются в нее верить, считая выдумкой или суеверием. Но те, кто знает детали, кто был свидетелем событий, утверждают, что все произошло именно так, как они рассказывают. В 2009 году осенью, когда в горах уже выпал первый снег и температура опустилась ниже нуля, на рудник приехала группа из 3 человек. 2 мужчин и 1 женщина. Все в возрасте за 60, одетые в простую, почти бедную одежду, без каких-либо документов или официальных направлений. Они представились как независимые исследователи традиционной медицины и духовных практик и попросили разрешения провести на территории месторождения несколько дней, изучая энергетику места и влияние горных духов на здоровье людей. Охрана рудника, естественно, отказала им в доступе, но эти 3 не уехали. Они разбили палатку в нескольких километрах от рудника на склоне горы, откуда был виден весь карьер, и провели там 3 дня и 3 ночи, несмотря на холод, ветер и снег. Рабочие, которые видели их издалека, рассказывали потом, что эти люди постоянно что-то делали возле своей палатки, разводили костры, читали молитвы или заклинания, раскладывали какие-то предметы на земле, кланялись в сторону карьера. На 4-й день, рано утром, женщина из этой группы пришла к воротам рудника и попросила передать руководству компании письмо. Охранник взял конверт, пожелтевший и помятый, запечатанный красным сургучом, и передал его начальнику смены, тот своему руководству, и в итоге письмо попало к генеральному директору рудника, канадцу по имени Джон Макдональд. Что было написано в том письме, официально неизвестно, но несколько человек из ближайшего окружения директора рассказывали потом, что после прочтения письма Макдональд стал бледным как полотно, долго сидел молча, уставившись в одну точку, а потом приказал немедленно найти тех 3 людей и привести их к нему в офис. Но когда охрана приехала к тому месту, где стояла палатка, там никого не было, ни людей, ни палатки, ни следов костра, словно их никогда там не было, словно все это было галлюцинацией или видением. Единственное, что осталось, это странный знак, выложенный камнями на земле, круг диаметром около 3 метров с какими-то символами внутри, которые никто не смог расшифровать. Охранники сфотографировали этот знак на свои телефоны, и эти фотографии до сих пор гуляют в интернете, вызывая споры и дискуссии. Некоторые утверждают, что это древние тюркские руны, другие, что это тибетские мантры, третьи, что это вообще не имеет никакого смысла и является просто случайным набором линий. Но самое интересное произошло дальше, через неделю после того визита. Ровно через 7 дней на руднике случилась серьезная авария. Обрушение части карьера, в результате которого погибли 4 рабочих и были повреждены дорогостоящее оборудование и техника на сумму более $10 миллионов. Официально причиной аварии была названа ошибка в расчетах при проведении взрывных работ,
Но многие рабочие, особенно те, кто придерживается традиционных верований, были уверены, что это было наказание, предсказанное в том письме, что духи гор разгневались на людей, которые разрушают священные места ради золота. Генеральный директор Макдональд, проработав на Кумторе еще полгода после той аварии, внезапно подал в отставку и уехал в Канаду, отказавшись давать какие-либо комментарии о причинах своего решения. Один из его бывших коллег, с которым он поддерживал связь, рассказывал потом, что Макдональд признался ему в частной беседе: «Я больше не могу работать в этом месте. Там что-то не так, что-то очень плохое. Я не верю в духов и проклятия, но после того случая я каждую ночь вижу кошмары. И я знаю, что если останусь там, со мной случится что-то страшное». Что было написано в том письме? Кто были те трое людей, которые исчезли, не оставив следов? И действительно ли существует какая-то мистическая, необъяснимая сила, связанная с Кумтором? Или все это просто совпадение, которым суеверные люди придают мистический смысл? Но факт остается фактом. Многие из тех, кто работал на руднике долгие годы, рассказывают о странных явлениях, о необъяснимых звуках по ночам, о видениях и снах, о чувстве постоянной тревоги и опасности, которое не покидает даже после возвращения домой. Может быть, это просто психологическое воздействие тяжелых условий труда и постоянного стресса? Или действительно существует нечто большее, нечто, что наука не может объяснить, но что чувствуют люди, работающие в этом месте, где человек вторгся в самое сердце гор, нарушив древнее равновесие природы ради жажды наживы? Но вернемся от мистики к жестокой реальности цифр и документов, к той системе, которая превратила Кумтор в машину по перекачиванию народного богатства в карманы узкой группы людей. Одним из ключевых элементов этой системы, о котором почти никогда не говорят публично, были и остаются компании-посредники. Десятки и сотни фирм-однодневок, зарегистрированных в офшорных зонах на Британских Виргинских островах, в Панаме, на Кипре, в Белизе, через которые проходили миллиарды долларов, связанные с Кумтором. Официально эти компании занимались консультационными услугами, технической поддержкой, логистикой, маркетингом, но на самом деле их единственная функция заключалась в том, чтобы легализовать и скрыть происхождение денег, полученных незаконным путем. Схема работала просто и эффективно. Компания Centerra Gold заключала контракт с офшорной фирмой на оказание каких-то услуг, например, консультации по оптимизации производственных процессов или анализ геологических данных, и переводила на счет этой фирмы огромные суммы, иногда десятки миллионов долларов за один контракт. Офшорная фирма, в свою очередь, переводила эти деньги дальше, на счета других компаний, зарегистрированных в других юрисдикциях, и так далее, пока деньги не проходили через 5-6-7 промежуточных звеньев, полностью теряя связь с первоначальным источником. В конце этой цепочки деньги оказывались на личных счетах конкретных людей, тех самых теневых хозяев, о которых мы говорили раньше. Но доказать эту связь было практически невозможно, потому что офшорные зоны не раскрывают информацию о реальных владельцах компаний, а банки не предоставляют данные о движении средств без решения суда, которое получить крайне сложно. В 2016 году, когда по всему миру прокатилась волна разоблачений после утечки панамских документов, среди миллионов файлов, опубликованных журналистами, были обнаружены и документы, связанные с Кумтором, регистрационные данные нескольких десятков офшорных компаний, которые в разные годы получали деньги от Centerra Gold или связанных с ней структур. Группа кыргызстанских журналистов-расследователей попыталась проследить цепочки владения этими компаниями, выяснить, кто стоит за ними, куда в итоге уходили деньги. Работа была кропотливой и опасной. Нужно было сопоставлять тысячи документов, искать связи между компаниями через общих директоров или адреса регистрации, запрашивать информацию у зарубежных коллег, имеющих доступ к базам данных офшорных юрисдикций. Через несколько месяцев работы журналистам удалось установить, что как минимум 23 офшорные компании, получившие от Centerra Gold в общей сложности более 300 миллионов долларов за период с 2005 по 2015 год,
были связаны между собой через одного человека, некоего Виктора Петровича Соколова, гражданина России, проживающего в Швейцарии, который фигурировал в документах то как директор, то как доверенное лицо, то как бенефициар этих компаний. Кто такой Виктор Петрович Соколов? Почему именно через него проходили сотни миллионов долларов? Какое отношение он имеет к Кыргызстану и к тем людям, которые контролируют Кумтор? Журналисты попытались найти этого человека, связаться с ним, взять интервью, но все попытки натолкнулись на глухую стену. По указанным в документах адресам в Швейцарии никто под такой фамилией не проживал. Телефоны не отвечали, электронные письма возвращались с ошибкой. Более того, когда журналисты обратились в швейцарскую полицию с просьбой помочь в поиске этого человека, им ответили, что гражданин Соколов Виктор Петрович не значится в базах данных Швейцарии и нет никаких записей о его въезде в страну или проживании на ее территории. Получается, что человек, через которого прошли сотни миллионов долларов, официально не существует. Это подставное лицо, фиктивная личность, созданная специально для того, чтобы скрыть реальных владельцев денег. Или это реальный человек, но живущий под другим именем, с другими документами, надежно спрятанный от любых расследований. Журналисты опубликовали свое расследование в нескольких независимых изданиях, но реакции властей не последовало ни комментариев, ни опровержений, ни обещаний разобраться. Тишина. Полная, абсолютная тишина. Словно этой публикации не было, словно 300 миллионов долларов, прошедших через фиктивные компании, это нормально. Это обычная практика, о которой не стоит беспокоиться. Но вопрос остается, и он звучит все громче с каждым годом. Сколько еще таких Виктор Петровичей Соколовых существует в офшорных зонах? Сколько еще миллиардов прошло через подобные схемы? И когда, наконец, эта система будет разрушена, а виновные понесут наказание? История Кумтора — это история о том, как небольшая группа людей, движимых жадностью и абсолютной уверенностью в собственной безнаказанности, превратила национальное достояние целой страны в источник личного обогащения, работающий десятилетиями. Это история о том, как система коррупции, выстроенная в 90-е годы, когда рушилась старая советская система и формировалась новая государственность, оказалась настолько прочной и живучей, что пережила смену президентов, правительств, парламентов, революции и перевороты. Это история о том, как страх и молчание становятся главными союзниками преступников, как люди, знающие правду, предпочитают молчать, боясь за свою жизнь и жизнь своих близких. Это история о том, как медицинская ложь, экологические преступления, финансовые махинации сплетаются в единую систему, защищающую интересы элиты за счет здоровья, будущего и достоинства простых людей. Но это еще и история о том, что правда рано или поздно всплывает на поверхность, что документы, спрятанные в сейфах, находятся, что свидетели, хранившие молчание десятилетиями, начинают говорить, что система, казавшаяся вечной и неразрушимой, дает трещины. Вопрос только в том, хватит ли у общества, у государства, у каждого из нас смелости и решимости довести дело до конца, назвать имена, привлечь виновных к ответственности, вернуть народу то, что было у него украдено. Или мы снова выберем молчание, снова закроем глаза, снова позволим этой системе продолжать работать, обрекая будущие поколения на ту же нищету, ту же несправедливость, то же бессилие перед лицом власти и денег. Выбор за нами, за каждым из нас, и от этого выбора зависит не просто судьба Кумтора, а судьба всей страны, судьба наших детей и внуков, которые имеют право жить в стране, где справедливость — это не пустой звук, а реальность, где закон работает для всех одинаково, где народное достояние действительно принадлежит народу, а не кучке воров в дорогих костюмах. Представьте себе группу из 12 человек, которые знали абсолютно все о Кумторе, каждый секретный контракт, каждую офшорную схему, каждый тайный счет в швейцарских банках, каждое имя из того самого списка, который так боялись обнародовать. Эти 12 человек не были политиками, не занимали высоких постов в правительстве, не владели крупным бизнесом.
Они были техническими специалистами, теми, кто обеспечивал работу всей системы изнутри, бухгалтерами, юристами, финансовыми аналитиками, людьми, через руки которых проходили все документы, все цифры, все доказательства преступлений. Они работали в тени. Их имена никогда не появлялись в прессе, их не приглашали на официальные мероприятия, но именно они держали в своих руках ключи от всех тайн Кумтора. Именно они могли в один момент обрушить всю пирамиду власти и богатства, построенную на краденных миллиардах. В 2011 году, когда политическая ситуация в стране была особенно нестабильной после революции и смены власти, когда старые элиты боялись потерять контроль, а новые еще не успели укрепиться, эти 12 человек собрались на тайную встречу в одном из частных домов на окраине Бишкека, вдали от посторонних глаз и ушей. Встреча длилась всю ночь, с 10 вечера до 6 утра, и на ней обсуждался один-единственный вопрос. Что делать с той информацией, которой они владеют? Молчать дальше или рискнуть и рассказать правду? Согласно источнику, который присутствовал на той встрече и согласился говорить только на условиях абсолютной анонимности, мнения разделились почти поровну. 6 были за то, чтобы передать все документы независимым журналистам или международным организациям, занимающимся расследованием коррупции. 5 настаивали на сохранении молчания, ссылаясь на опасность для жизни и семей. И 1 человек, самый молодой в группе, предложил компромиссный вариант — создать тайный архив, скопировать все документы, спрятать их в надежном месте и договориться, что если с кем-то из них что-то случится, если кого-то убьют или посадят в тюрьму по сфабрикованному обвинению, остальные немедленно обнародуют весь архив. Этот план был принят большинством голосов, и в течение следующих 3 месяцев каждый из 12 тайно копировал документы, к которым имел доступ, финансовые отчеты, контракты с офшорными компаниями, переписку между чиновниками и представителями бизнеса, записи телефонных разговоров, которые велись службой безопасности компании, фотографии секретных встреч, банковские выписки. К концу 2011 года архив был готов несколько жестких дисков общим объемом более 5 терабайт информации, способной отправить за решетку десятки высокопоставленных чиновников, бизнесменов, судей, генералов. Диски были спрятаны в разных местах. Один закопан в горах недалеко от Иссык-Куля, другой хранится в банковской ячейке в одной из европейских стран, третий находится у доверенного лица в России, 4 в архиве одной из международных правозащитных организаций. Но самое важное условие, о котором договорились все 12, пока они живы и на свободе, архив остается закрытым. Но если хотя бы с одним из них случится что-то подозрительное, несчастный случай, внезапная болезнь, арест, исчезновение, остальные немедленно активируют механизм обнародования, и вся информация станет достоянием общественности. Эта система взаимного страхования работала почти 10 лет, и за это время с членами группы действительно происходили странные вещи. Один попал в серьезную автомобильную аварию, которая выглядела как попытка убийства. Другой был обвинен в уклонении от уплаты налогов и провел полгода под следствием, пока обвинения не были сняты за недостаточностью доказательств. Третий получал анонимные угрозы по телефону и был вынужден на время уехать из страны. Но каждый раз, когда возникала угроза, остальные члены группы давали понять тем, кто стоял за этими действиями: «Мы знаем, что происходит, и если вы не остановитесь, архив будет обнародован». И каждый раз угрозы прекращались, преследования останавливались, как будто кто-то наверху давал команду отступить. Кто эти 12 человек, чьи имена до сих пор остаются тайной? Где именно спрятаны те диски с компроматом, способным перевернуть всю политическую систему страны? И самое главное, когда, при каких обстоятельствах эта информация, наконец, станет публичной? Или она так и останется вечной угрозой, висящей над головами коррупционеров, но никогда не реализованной? Но пока одни люди пытались сохранить доказательства преступлений, надеясь когда-нибудь использовать их для восстановления справедливости,
Другие методично уничтожали все следы своей причастности к разграблению Кумтора. И эта работа по зачистке архивов велась с размахом и профессионализмом, достойным спецслужб. В 2014 году, когда в стране готовились очередные парламентские выборы, и оппозиция активно использовала тему Кумтора в своей предвыборной кампании, обещая провести полное расследование и наказать виновных, в нескольких государственных архивах одновременно произошли странные инциденты. В архиве Министерства экономики, где хранились документы о первых годах работы месторождения, включая оригиналы соглашений и протоколы переговоров, внезапно случился пожар, небольшой, локальный, быстро потушенный, но уничтоживший именно те стеллажи, где находились папки с грифом «Кумтор». В архиве Министерства финансов произошла утечка воды из системы отопления, и несколько десятков коробок с документами 90-х годов оказались полностью залиты водой. Бумага размокла, чернила расплылись, восстановить текст стало невозможно. В архиве таможенной службы обнаружили, что целый раздел документов, касающихся вывоза золота с Кумтора за период с 1997 по 2005 год, просто отсутствует. Папки есть, описи есть, но сами документы исчезли, и никто не может объяснить, когда и при каких обстоятельствах это произошло. Совпадение? 3 разных архива, 3 разных инцидента, 3 разных способа уничтожения документов. Но все в течение 1 месяца, все касающиеся одной и той же темы Кумтора. Сотрудники архивов, с которыми удалось поговорить неофициально, в частных беседах, признавались, что незадолго до этих инцидентов в архивы приходили люди, представлявшиеся сотрудниками службы безопасности или прокуратуры, которые интересовались, какие именно документы хранятся, где они находятся, кто имеет к ним доступ. Эти визиты не были официальными, никаких запросов или постановлений предъявлено не было, но люди вели себя уверенно, как будто имели полное право задавать любые вопросы и получать любую информацию. А через несколько дней после таких визитов и происходили те самые случайные пожары, протечки, исчезновения. Кто организовал эту операцию по зачистке архивов? Какие структуры были задействованы? И самое важное, что именно содержалось в тех уничтоженных документах? Какие имена, какие цифры, какие доказательства? Что их так боялись обнародовать, что были готовы пойти на открытое уничтожение государственных архивов? Один из бывших сотрудников архива Министерства экономики, уволившийся вскоре после того пожара и переехавший в Россию, рассказывал в частной беседе, что успел просмотреть некоторые из тех документов за несколько дней до их уничтожения. И там были вещи, способные посадить в тюрьму как минимум 20 человек из высшего эшелона власти тех лет. Там были протоколы встреч, где прямым текстом обсуждалось, как занизить оценку запасов месторождения перед передачей его иностранной компании, чтобы получить меньше денег официально, но больше в виде откатов лично. Там были списки с фамилиями и суммами, которые каждый должен был получить за свою роль в этой схеме. Там были копии банковских переводов на офшорные счета. Это был не просто компромат. Это были прямые доказательства преступления, которые могли быть использованы в суде, вспоминает он. И голос его дрожит от волнения даже спустя годы. Почему он не сделал копии тех документов? Не попытался их спасти? Я боялся. Я понимал, что если возьму хоть один лист, меня найдут и убьют. Эти люди не шутят. Они убивали и будут убивать всех, кто встанет у них на пути. Я выбрал жизнь, и мне до сих пор стыдно за этот выбор, признается он. И в этом признании звучит трагедия целого поколения, которое знало правду, но не смело ее защитить. Однако самая большая тайна Кумтора, тайна, которая до сих пор не раскрыта и, возможно, никогда не будет раскрыта полностью, связана не с документами, не с офшорными счетами, не с коррумпированными чиновниками, а с физическим золотом, с теми тоннами драгоценного металла, которые исчезли бесследно, не оставив никаких официальных записей. Речь идет о так называемом черном золоте. Золоте, которое добывалось на месторождении, но никогда не попадало в официальную отчетность, не проходило через таможню, не учитывалось в балансах компании. Как это возможно?
Как можно украсть тонны золота, сохраняемого в месторождения, где работают сотни людей, где установлены системы видеонаблюдения, где каждый грамм металла должен быть учтен и задокументирован? Ответ на этот вопрос дает бывший начальник службы безопасности рудника, человек, проработавший на Кумторе с 2002 по 2012 год и знающий все тонкости работы изнутри. Назовем его Эрлан, хотя это не его настоящее имя, и он согласился говорить только на условиях, что его личность никогда не будет раскрыта, потому что боится за свою жизнь и жизнь своей семьи. Эрлан рассказывает, что схема кражи золота была отработана до мелочей и работала годами, принося тем, кто стоял за ней, десятки миллионов долларов чистой прибыли. Суть схемы заключалась в манипуляции с пробами руды и концентрата, теми образцами, которые брались для определения содержания золота в породе. Официально пробы брались регулярно, анализировались в лаборатории, и на основании этих анализов рассчитывалось, сколько золота должно быть получено после переработки определенного объема руды. Но что, если пробы брались не случайным образом, а из заранее подготовленных участков с пониженным содержанием золота? Что, если лаборатория, проводящая анализы, намеренно занижала результаты, показывая меньшее содержание металла, чем было на самом деле? Тогда получается, что официально месторождение дает, скажем, 10 тонн золота в месяц, а реально добывается 12 или 13 тонн, и эти 2 тонны разницы просто исчезают, не попадая ни в какие документы, ни в какую отчетность. Куда девается это лишнее золото? По словам Эрлана, существовала параллельная, теневая цепочка переработки и вывоза. Золото тайно переплавлялось в слитки, без маркировки, упаковывалось в специальные контейнеры, замаскированные под обычные грузы, запчасти, оборудование, продукты питания, и вывозилось с территории рудника на обычных грузовиках, которые проходили через КПП без досмотра, потому что водители и охранники были в доле. Дальше золото переправлялось через границу, опять же без официального оформления, с помощью коррумпированных таможенников и оказывалось в соседних странах – Казахстане, России, Китае, где продавалось на черном рынке по ценам ниже официальных, но все равно приносящим огромную прибыль. Я своими глазами видел, как это происходит. Я знал, кто организует эту схему, кто получает деньги, кто прикрывает операцию. Но я не мог ничего сделать, потому что понимал, если я попытаюсь остановить это или рассказать кому-то, меня просто уберут, и никто даже не заметит. Я был винтиком в огромной машине, и этот винтик не имел права возражать, говорит Эрлан. И в его глазах читается смесь стыда и страха. Он утверждает, что за 10 лет, пока он работал на руднике, таким образом было украдено как минимум 200-300 тонн золота. 200-300 тонн — это миллиарды долларов. Это богатство, которое могло бы изменить жизнь миллионов людей, построить тысячи школ и больниц, обеспечить достойные пенсии старикам, дать образование детям. Но вместо этого оно осело в карманах нескольких десятков людей, превратив их в миллиардеров, живущих в роскоши где-то за границей, в то время как страна, из которой они украли это богатство, продолжает жить в нищете и долгах. Можно ли доказать эти обвинения? Есть ли какие-то документы, записи, свидетельства, которые могли бы подтвердить существование этой схемы? Эрлан говорит, что документов почти не осталось. Все тщательно уничтожалось, все следы заметались. Но есть люди, десятки людей, которые участвовали в этой схеме на разных уровнях. Водители грузовиков, охранники, лаборанты, таможенники. И если их найти, если гарантировать им безопасность и защиту, они могут рассказать правду, подтвердить то, что говорит Эрлан. Но кто возьмется за это расследование? Кто рискнет пойти против системы, которая существует десятилетиями и защищена самыми влиятельными людьми страны? И главное, хватит ли у общества воли и решимости требовать этого расследования, настаивать на нем, не отступать, пока виновные не будут наказаны, а украденное не будет возвращено народу? Существует еще одна категория жертв Кумтора, о которой почти никогда не говорят в официальных отчетах и докладах, но которая, возможно, является самой трагичной и болезненной.
Это дети рабочих месторождения. Те тысячи мальчиков и девочек, которые родились и выросли в семьях, где отцы работали на руднике, подвергаясь ежедневному воздействию токсичных веществ, тяжелых металлов, радиации. Медицинская статистика, которую тщательно скрывают от широкой общественности, показывает пугающую картину среди детей, чьи отцы проработали на Кумторе более 5 лет. Процент врожденных патологий, хронических заболеваний, отставания в развитии значительно выше, чем в среднем по стране. Речь идет о пороках сердца, заболеваниях почек и печени, проблемах с иммунной системой, онкологических заболеваниях в раннем возрасте, неврологических расстройствах. Официально эта связь никогда не была признана, никаких масштабных исследований не проводилось, никаких компенсаций семьям не выплачивалось. Но врачи, работающие в районных больницах Нарынской области, где проживает большинство рабочих Кумтора, в частных беседах признают, они видят эту закономерность. Они понимают, что происходит, но не могут говорить об этом открыто, потому что боятся потерять работу, боятся давления со стороны властей и компании. Одна из таких врачей, детский онколог с 20-летним стажем работы, согласилась поговорить на условиях полной анонимности, и ее рассказ заставляет содрогнуться. «Я видела детей, которым было 3 года, 4 года, 5 лет, и у них уже были опухоли, рак крови, рак костей, рак мозга. Я видела, как эти дети умирали, несмотря на все наши усилия, потому что болезнь была слишком агрессивной, слишком быстрой. Я разговаривала с их родителями, и почти всегда выяснялось, что отец работал на Кумторе, работал долго, по 10-15 лет. Это не может быть совпадением. Это закономерность, которую невозможно не заметить, если ты работаешь в этой сфере, говорит она, и слезы наворачиваются на ее глаза. Она рассказывает о конкретных случаях, о конкретных детях, чьи истории навсегда остались в ее памяти. Мальчик по имени Нурбек, 7 лет, у которого обнаружили лейкемию, и который умер через 8 месяцев после постановки диагноза, несмотря на химиотерапию и все возможное лечение. Девочка по имени Айгуль, 5 лет, с врожденным пороком сердца, которой сделали несколько операций, но сердце было настолько повреждено, что она не дожила до своего 10-го дня рождения. Мальчик по имени Бигжан, 4 лет, с опухолью мозга, который ослеп за несколько месяцев и умер в страшных мучениях, которые не могли облегчить никакие обезболивающие. Каждый раз, когда я вижу такого ребенка, я думаю, это цена золота. Это цена чьей-то виллы на берегу моря, чьей-то яхты, чьего-то счета в швейцарском банке. Эти дети умирают, чтобы кто-то мог жить в роскоши. И самое страшное, что никто не несет за это ответственности. Никто даже не признает, что эта связь существует, говорит врач, и голос ее срывается от гнева и бессилия. Сколько таких детей? Сколько жизней было разрушено? Сколько семей потеряли своих детей из-за того, что отцы работали на Кумторе, подвергаясь воздействию ядов, которые потом передавались по наследству, калеча и убивая следующее поколение? Никто не считал, никто не исследовал, никто не хотел знать правду, потому что эта правда слишком страшная, слишком неудобная, слишком разрушительная для тех, кто наживается на этом месторождении. Но эти дети существовали, они жили, они страдали, они умирали. И их смерть — это не статистика, не абстрактные цифры в отчетах, это реальные человеческие трагедии, это слезы матерей, это боль отцов, это пустота, которая остается в семьях навсегда. И пока мы молчим об этом, пока закрываем глаза на эту правду, эти смерти будут продолжаться. Новые дети будут рождаться больными, новые семьи будут терять своих детей, и круг этой трагедии не прервется никогда. Но вернемся к тем, кто стоит наверху этой пирамиды смерти и обогащения. К тем людям, чьи имена до сих пор остаются в тени, но чье влияние и власть простираются далеко за пределы Кыргызстана. Существует один человек, о котором шепотом говорят в коридорах власти, которого боятся даже те, кто сам считается неприкасаемым. Человек, который, по слухам, контролирует всю систему Кумтора с самого начала, с тех времен, когда месторождение только передавалось в концессию. Назовем его просто главный,
потому что его настоящее имя произносить опасно даже в частных беседах, даже среди тех, кто знает его лично. Этот человек никогда не занимал официальных постов в правительстве, не был депутатом парламента, не владел публично никакими крупными компаниями. Но его слово было законом для всех, кто имел отношение к Кумтору. Кто он? Откуда пришел? Как получил такую власть? Согласно источникам, близким к элите 90-х годов, главный появился в Кыргызстане в середине 90-х, сразу после распада Советского Союза, когда страна переживала хаос и неразбериху, когда старая система рухнула, а новая еще не сформировалась. Он приехал не один, а с группой людей, которых называли советниками или консультантами. Но на самом деле это были профессионалы совсем другого рода, специалисты по захвату активов, по выстраиванию коррупционных схем, по контролю над политиками и чиновниками. Эти люди работали в разных странах бывшего Советского Союза, помогая местным элитам приватизировать государственную собственность, выводить деньги в офшоры, создавать системы, которые позволяли обогащаться десятилетиями, не боясь наказания. Главный был одним из лучших в этом деле. И когда он узнал о Кумторе, о том, какое богатство скрывается в этих горах, он понял, что это его шанс, его главный проект, который сделает его одним из самых богатых и влиятельных людей в регионе. Он начал с того, что установил контакты с ключевыми фигурами в правительстве, предложил им свои услуги, показал, как можно заработать на Кумторе не миллионы, а миллиарды, если правильно выстроить схему. Он помог составить то самое кабальное соглашение с канадской компанией, которая обеспечивала минимальную долю государства и максимальные возможности для личного обогащения чиновников. Он создал сеть офшорных компаний, через которые проходили деньги. Он организовал систему откатов и взяток. Он выстроил защиту от любых расследований и проверок. И за все это он получал свою долю, по некоторым данным, от 5 до 10% от всех нелегальных доходов, связанных с Кумтором, что за 30 лет составило сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Где он сейчас? Живет ли в Кыргызстане или давно перебрался в другую страну, наслаждаясь плодами своих преступлений? Источники утверждают, что главный уже много лет не появляется в Кыргызстане публично, но продолжает контролировать ситуацию через своих людей, через ту сеть, которую он создал в 90-е годы и которая работает до сих пор. Он живет где-то в Европе, возможно, в Швейцарии или Австрии, под другим именем, с другими документами, и ведет жизнь богатого пенсионера, который сколотил состояние честным трудом. Но те, кто знает правду, кто видел его в действии, кто понимает, какую роль он сыграл в разграблении Кумтора, говорят: этот человек — главный преступник, главный виновник всего, что произошло, и пока он на свободе, пока он не понес наказание, справедливости не будет. Система не изменится, и Кумтор продолжит оставаться источником обогащения для узкой группы людей, а не благом для всего народа. Но как найти этого человека? Как доказать его вину, если все следы тщательно замаскированы, если все документы уничтожены или спрятаны в офшорах, если все свидетели боятся говорить? И главное, есть ли в мире сила, способная привлечь к ответственности человека такого уровня, человека, который за десятилетия своей деятельности накопил не только огромное богатство, но и связи в самых высоких эшелонах власти разных стран? Человека, который знает слишком много секретов слишком многих влиятельных людей, чтобы его можно было просто арестовать и судить. Для первого раза в 35 лет человек, который был личным водителем одного из членов той самой «Золотой восьмерки» с 1997 по 2005 год, согласился встретиться и рассказать то, что он видел и слышал за эти 8 лет работы. Назовем его Талгат, хотя это не его настоящее имя, и встреча происходит в маленькой квартире на окраине Бишкека, где он живет один, потому что жена умерла 3 года назад, а дети давно уехали в Россию и почти не звонят. Руки Талгата дрожат, когда он достает из старого комода потрепанный блокнот в кожаной обложке, который он вел тайно все эти годы, записывая туда адреса, куда возил своего хозяина, имена людей, с которыми тот встречался,
обрывки разговоров, которые он слышал, сидя за рулем. Я знал, что однажды это может понадобиться, либо чтобы защитить себя, если меня попытаются обвинить в чем-то, либо чтобы рассказать правду, когда станет безопасно. Но безопасно так и не стало, а я уже старый, мне 72 года, и я хочу умереть с чистой совестью. Хочу, чтобы люди узнали, что я видел, говорит он, и голос его срывается от волнения. Талгат рассказывает, как каждую пятницу вечером после 11 часов он отвозил своего хозяина в особняк на окраине города, где собирались те самые 9 человек, о которых говорил Азамат в предыдущих главах. Он ждал в машине, иногда по 3-4 часа, пока шла встреча, и через приоткрытые окна особняка до него доносились обрывки разговоров, крики, смех, звон бокалов. Они пили дорогой коньяк, курили сигары и говорили о миллионах так, как обычные люди говорят о сотнях сомов. Один раз я слышал, как они спорили, кому достанется контракт на поставку топлива для рудника, и суммы, которые они называли, были такими огромными, что я не мог поверить своим ушам. 15 миллионов долларов за один контракт, и они делили эти деньги между собой, как будто это копейки, вспоминает Талгат, и в его глазах читается смесь отвращения и страха. Но самое важное, что он рассказывает, это имена. В своем блокноте он записал фамилии всех 9 человек, которые регулярно приезжали на те встречи, и некоторые из этих фамилий принадлежат людям, которые и сегодня занимают высокие посты в государственных структурах, владеют крупным бизнесом, появляются на телевидении, дают интервью о борьбе с коррупцией и защите национальных интересов. Я не могу назвать эти имена публично, потому что боюсь, что меня убьют. Но я готов передать этот блокнот тем, кто действительно хочет провести расследование, кто гарантирует мне защиту и безопасность. Пусть эти люди, наконец, понесут ответственность за то, что они сделали с нашей страной, с нашим народом, говорит Талгат, и слезы наворачиваются на его глаза. Он рассказывает еще одну деталь, которая может стать ключом к раскрытию всей схемы. Его хозяин, один из членов «Золотой восьмерки», вел личный дневник, куда записывал все финансовые операции, все суммы, все имена, все детали сделок. Этот дневник хранился в сейфе в кабинете хозяина, и Талгат несколько раз видел его, когда приносил документы или забирал что-то по поручению. Это была толстая тетрадь в черной кожаной обложке, исписанная мелким почерком. Там было все, абсолютно все, что нужно для того, чтобы посадить в тюрьму десятки людей. Но после смерти моего хозяина в 2015 году этот дневник исчез. Я не знаю, кто его забрал, но я уверен, что он где-то существует, что кто-то хранит его, может быть, как страховку, может быть, как оружие против других членов группы, предполагает Талгат. Где сейчас этот дневник? Кто им владеет? И самое главное, можно ли его найти и использовать как доказательство в суде? Или он навсегда останется призраком, легендой, о которой все говорят, но которую никто никогда не видел? Но пока одни свидетели решаются говорить, рискуя своей жизнью и безопасностью, другие предпочитают молчание. И это молчание куплено не только страхом, но и деньгами. Огромными деньгами, которые платятся тем, кто знает слишком много и может стать угрозой для системы. Существует целая индустрия молчания, выстроенная вокруг Кумтора. Индустрия, которая работает десятилетиями и обеспечивает, чтобы неудобные свидетели, потенциальные разоблачители, бывшие инсайдеры никогда не заговорили публично. Схема проста и эффективна. Человеку, который знает что-то важное и может представлять опасность, предлагают выбор: либо молчание за деньги, либо последствия, которые могут быть самыми разными, от уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям до физического устранения. Большинство выбирают деньги, потому что суммы предлагаются действительно серьезные, от 50 тысяч до нескольких сотен тысяч долларов, в зависимости от того, насколько опасной является информация, которой владеет человек. Деньги переводятся на счета в зарубежных банках, оформляются как консультационные услуги или компенсация за моральный ущерб. И человек получает финансовую подушку безопасности на всю оставшуюся жизнь,
при условии, что он никогда, ни при каких обстоятельствах не будет говорить о том, что знает. Один из таких людей, бывший высокопоставленный чиновник Министерства экономики, который в конце 90-х годов непосредственно участвовал в переговорах с канадской компанией и подписании соглашения о концессии, согласился поговорить на условиях абсолютной анонимности и только после того, как ему гарантировали, что запись разговора никогда не будет опубликована, а будет использована только как фоновая информация для понимания ситуации. Назовем его Болот, хотя это не его настоящее имя, и он живет сейчас в одной из европейских стран, куда переехал в начале 2000-х годов, официально на пенсию, фактически скрываясь от возможных последствий своего участия в той схеме. Мне предложили $150 тысяч за молчание в 2003 году, когда начались первые серьезные расследования и появилась угроза, что все может выйти наружу. Я согласился, потому что понимал, если я откажусь, меня либо посадят в тюрьму по какому-нибудь надуманному обвинению, либо просто убьют, инсценировав несчастный случай или самоубийство. Я выбрал жизнь и деньги, и мне до сих пор стыдно за этот выбор. Но я не жалею, потому что я жив, мои дети выросли в безопасности, и я могу спокойно доживать свои дни, признается Болот, и в его голосе звучит смесь облегчения и вины. Он рассказывает, что таких, как он, десятки, может быть, сотни людей, которые знают правду о Кумторе, которые участвовали в схемах, видели документы, слышали разговоры, но молчат, потому что им заплатили за это молчание или потому что боятся последствий. Эта система работает безотказно, потому что она учитывает человеческую природу, страх и жадность. Большинство людей не герои. Большинство выберут деньги и безопасность вместо правды и справедливости. И пока эта система существует, пока есть деньги на покупку молчания, правда о Кумторе никогда не будет полностью раскрыта, говорит Болот, и в его словах звучит горькая правда о том, как работает коррупция на самом высоком уровне. Но есть ли способ сломать эту систему? Можно ли создать условия, при которых люди будут готовы говорить правду, не боясь за свою жизнь и не соблазняясь деньгами? Болот считает, что это возможно только при одном условии. Если появится реальная политическая воля на самом высоком уровне. Если президент страны, парламент, правоохранительные органы действительно захотят разобраться с Кумтором и будут готовы идти до конца, несмотря на сопротивление элиты, несмотря на угрозы и давление. Но я не верю, что это когда-нибудь произойдет, потому что те, кто приходит к власти, очень быстро становятся частью той же системы, начинают получать свою долю от Кумтора и теряют всякий интерес к переменам. Это замкнутый круг, из которого нет выхода, заключает он, и в этих словах звучит безнадежность человека, который видел систему изнутри и понимает, насколько она прочна и неуязвима. Однако самая шокирующая информация, которая может полностью изменить представление о Кумторе и о том, кто на самом деле контролирует это месторождение, связана с документом, который называется «Черный список», и о существовании которого знают лишь единицы людей, имеющих доступ к самым секретным архивам спецслужб. Этот документ был составлен в 2007 году по личному распоряжению тогдашнего президента страны, который, согласно источникам, близким к его администрации, начал подозревать, что ситуация с Кумтором вышла из-под контроля, что существует параллельная структура власти, которая принимает решения без его ведома и действует в собственных интересах. Президент приказал Службе национальной безопасности провести тайное расследование и составить полный список всех, кто реально контролирует финансовые потоки Кумтора, кто получает прибыль, кто принимает ключевые решения. Работа велась в строжайшей секретности. Были задействованы лучшие аналитики и оперативники. Использовались все доступные методы: прослушка телефонов, наблюдение, анализ банковских операций, опрос информаторов. Через 8 месяцев работы, к концу 2007 года, список был готов. 27 имен, разделенных на 3 категории: организаторы, те, кто стоял у истоков схемы и контролировал ее на стратегическом уровне; исполнители, те, кто обеспечивал техническую реализацию и прикрытие; и бенефициары,
те, кто получал основную прибыль. Документ был передан президенту лично, в единственном экземпляре, в запечатанном конверте с грифом «Совершенно секретно, особой важности» для личного ознакомления. Что произошло дальше, точно неизвестно, но согласно источнику, который имел доступ к информации из президентской администрации, после прочтения этого списка президент побледнел, долго молчал, а потом сказал только одну фразу: «Если это правда, то мы все мертвецы». Почему такая реакция? Что было в том списке, что так напугало человека, обладающего высшей властью в государстве? Источник утверждает, что среди 27 имен были не только кыргызстанские чиновники и бизнесмены, но и представители иностранных спецслужб, высокопоставленные политики соседних стран, люди, связанные с международными криминальными структурами, и даже один человек, который на тот момент занимал высокий пост в одной из международных организаций. Это был не просто список коррупционеров. Это была карта глобальной сети, которая использовала Кумтор как один из узлов в огромной схеме отмывания денег, финансирования теневых операций, перераспределения ресурсов. Президент понял, что если он попытается действовать против этих людей, он столкнется не просто с сопротивлением местной элиты, а с противодействием сил, которые намного могущественнее его и его государства, объясняет источник. Что случилось с тем списком? Президент приказал уничтожить все копии, все материалы расследования, все записи и документы и запретил кому-либо когда-либо возвращаться к этой теме. Но один экземпляр списка, согласно слухам, был тайно сохранен руководителем той группы, которая проводила расследование, и спрятан в надежном месте как страховка на случай, если его самого попытаются устранить или обвинить в чем-то. Этот человек, бывший генерал службы национальной безопасности, вышел в отставку в 2010 году и живет сейчас тихо и незаметно, избегая публичности и любых контактов с журналистами или активистами. Но те, кто знает его лично, утверждают, что он до сих пор хранит копию того списка и готов передать ее, если появятся реальные гарантии безопасности и если будет создана международная комиссия по расследованию, способная защитить свидетелей и довести дело до суда. Существует ли на самом деле этот черный список, или это всего лишь легенда, миф, который передается из уст в уста, обрастая новыми деталями? Если он существует, где он сейчас, в каком сейфе, в каком тайнике, в какой стране? И самое главное, найдется ли в мире сила, способная использовать этот список, привлечь к ответственности всех, кто в нем указан, несмотря на их влияние, связи и богатство? Или этот список так и останется призраком, тенью, которая пугает виновных, но никогда не материализуется в реальное правосудие? История Кумтора подходит к своему логическому завершению. Но это завершение не похоже на счастливый конец голливудского фильма, где добро побеждает зло, а справедливость торжествует. Реальность гораздо сложнее, гораздо мрачнее, и в ней нет простых ответов на сложные вопросы. Что случилось с теми людьми, о которых мы рассказывали в этом документальном расследовании? Азамат, бывший чиновник, хранивший тетрадь с записями о «Золотом круге», до сих пор жив, но живет в постоянном страхе, меняет место жительства каждые несколько месяцев, не поддерживает связь с родственниками, боясь подвергнуть их опасности. Его тетрадь спрятана в надежном месте, и он готов передать ее следствию, если когда-нибудь в стране появится власть, которой можно доверять. Доктор Талант, врач, отказавшийся подписывать ложное заключение о здоровье рабочих Кумтора, живет на скромную пенсию, но не жалеет о своем выборе, потому что сохранил честь и достоинство. Он продолжает хранить копию того первого, настоящего медицинского заключения, которое доказывает массовое отравление рабочих, и надеется, что однажды это заключение будет использовано в суде. Талгат, бывший водитель одного из членов «Золотой восьмерки», передал свой блокнот с именами и адресами группе независимых журналистов, которые обещали использовать эту информацию в своем расследовании. Но пока публикация откладывается из-за угроз и давления. Эрлан, бывший начальник службы безопасности рудника, рассказавший о схеме кражи черного золота, был вынужден покинуть страну
и сейчас живет в одной из стран Европы под вымышленным именем, но продолжает поддерживать связь с теми, кто борется за правду о Кумторе. Болот, бывший чиновник, получивший деньги за молчание, до сих пор живет с чувством вины, но не готов вернуть деньги и заговорить публично, потому что боится последствий для себя и своей семьи. А что случилось с теми, кто стоял наверху пирамиды, с членами Золотого круга, с теневыми хозяевами, с тем загадочным главным, который контролировал всю систему? Некоторые из них ушли из жизни естественным путем, дожив до глубокой старости в роскоши и комфорте, окруженные семьями и внуками, так и не понеся никакого наказания за свои преступления. Другие продолжают жить и здравствовать, занимая высокие посты в бизнесе или политике, появляясь на телевидении, давая интервью о патриотизме и служении народу, и никто не смеет публично назвать их имена, обвинить их в том, что они сделали. Третьи давно уехали из страны, купили гражданство в других государствах, живут в виллах на берегу моря или в пентхаусах в столицах Европы, наслаждаясь плодами своих преступлений и не испытывая ни малейших угрызений совести. Система, которую они создали в 90-е годы, продолжает работать и сегодня, хотя и с некоторыми изменениями. Лица меняются, схемы модифицируются, но суть остается прежней. Кумтор продолжает быть источником обогащения для узкой группы людей, а не благом для всего народа. Но самое трагичное в этой истории — это не судьбы конкретных людей, не украденные миллиарды, не экологические катастрофы, хотя все это важно и требует внимания. Самое трагичное — это то, что случилось с самой страной, с ее народом, с ее будущим. Кыргызстан, обладающий одним из крупнейших месторождений золота в мире, продолжает оставаться одной из беднейших стран постсоветского пространства, где средняя зарплата составляет около $200–300 в месяц, где пенсионеры получают по $50–70 и вынуждены выбирать между едой и лекарствами, где молодежь массово уезжает на заработки в другие страны, потому что не видит перспектив на родине. Внешний долг страны превышает $4 миллиарда и продолжает расти, и значительная часть государственного бюджета уходит на обслуживание этого долга, в то время как образование, медицина, социальная защита финансируются по остаточному принципу. Дороги разрушены, больницы не имеют современного оборудования, школы нуждаются в ремонте, а чиновники продолжают говорить о недостатке средств и необходимости привлечения иностранных инвестиций. Но самое страшное — это то, что произошло с сознанием людей, с их верой в справедливость, в закон, в возможность перемен. Поколение за поколением кыргызстанцы видят, как воры и коррупционеры остаются безнаказанными, как правда замалчивается, как те, кто пытается бороться за справедливость, сталкиваются с репрессиями, угрозами, а иногда и с физическим устранением. Это порождает цинизм, апатию, чувство бессилия, убеждение, что ничего изменить нельзя, что система слишком сильна, что лучше не высовываться, не задавать лишних вопросов, не пытаться бороться, а просто выживать, приспосабливаться, искать свою маленькую выгоду в этом большом болоте коррупции и беззакония. И это, возможно, самое большое преступление тех, кто украл Кумтор у народа. Они украли не только золото, не только деньги, они украли надежду. Они украли веру в то, что справедливость возможна, что закон может работать, что народ может быть хозяином своей страны и своих ресурсов. Но история Кумтора — это не только история преступлений и трагедий. Это еще и история о том, что правда неуничтожима, что как бы тщательно ни скрывали документы, как бы жестоко не запугивали свидетелей, как бы щедро не платили за молчание, всегда находятся люди, которые помнят, которые хранят доказательства, которые готовы рискнуть и рассказать то, что знают. Азамат с его тетрадью, доктор Талант с его медицинским заключением, Талгат с его блокнотом, Эрлан с его свидетельствами о краже золота, те 12 человек с их тайным архивом, тот генерал с его черным списком. Все они существуют, все они живы, все они хранят кусочки мозаики, которая, если ее собрать воедино, может дать полную картину того, что произошло с Кумтором, кто виноват, кто должен понести наказание. Вопрос только в том, найдется ли сила, способная собрать эту мозаику,
защитить этих людей, довести расследование до конца и добиться справедливости. Эта сила не может прийти извне. Ни международные организации, ни иностранные правительства, ни зарубежные СМИ не заинтересованы в том, чтобы по-настоящему разобраться с Кумтором, потому что это затронет интересы слишком многих влиятельных людей и структур. Это откроет ящик Пандоры, из которого полезут скелеты из шкафов не только кыргызстанской элиты, но и международных корпораций и спецслужб разных стран, и офшорных схем, связывающих политиков и бизнесменов по всему миру. Эта сила может прийти только изнутри, от самого народа Кыргызстана, от граждан, которые устали молчать, устали терпеть, устали жить в нищете, в то время как их национальное достояние разворовывается на глазах. Но для этого нужна не просто смелость отдельных людей, нужна массовая мобилизация. Нужно, чтобы тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей вышли и потребовали правды, потребовали расследования, потребовали наказания виновных, потребовали возврата украденного. И это требование должно быть настолько мощным, настолько настойчивым, настолько неотступным, чтобы никакая власть, никакая элита, никакая система не смогла его игнорировать или подавить. Останется ли история Кумтора историей безнаказанного преступления, или она станет историей торжества справедливости, это зависит от выбора, который сделает каждый гражданин Кыргызстана в ближайшие годы. Можно продолжать молчать, закрывать глаза, надеяться, что кто-то другой решит эту проблему, что какая-то новая власть окажется честной и справедливой, что все как-нибудь само собой наладится. Но 30 лет независимости показали, что само собой ничего не налаживается, что каждая новая власть очень быстро становится такой же коррумпированной, как предыдущая, что система самовоспроизводится и укрепляется с каждым годом. Или можно выбрать другой путь — путь активного гражданства, путь борьбы за свои права, за свое будущее, за будущее своих детей. Этот путь труден, опасен, требует жертв и усилий, но это единственный путь, который может привести к реальным переменам. И первый шаг на этом пути — это отказ от молчания. Это готовность говорить правду, делиться информацией, поддерживать тех, кто рискует, расследуя коррупцию. Это требование от властей прозрачности, отчетности, ответственности. Кумтор — это не просто месторождение золота, это символ того, что происходит со всей страной. Это лакмусовая бумажка, показывающая, кто на самом деле управляет Кыргызстаном — народ или кучка воров и коррупционеров. И пока ситуация с Кумтором не изменится, пока виновные не понесут наказания, пока украденное не будет возвращено, говорить о том, что Кыргызстан — это демократическая страна, где власть принадлежит народу, где закон един для всех, где справедливость — это не пустой звук, невозможно. Это будет ложь, красивая обертка, скрывающая гнилую сердцевину системы, построенной на воровстве, обмане и безнаказанности.